Коллеги, добрый вечер. Мы проводим сегодня очередное заседание нашей комиссии по чрезвычайным ситуациям. Хочу отметить, что у нас, конечно, вот из-за установившейся жаркой погоды у нас количество пожаров опять несколько выросло. Всего у нас действует на сегодняшний момент 90 лесных пожаров на площади 760 тысяч гектар. Алёкминские районы традиционно так, к сожалению, в последнее время. Вот. И сегодня у нас непростая обстановка по Верхнеилимскому. Здесь, коллеги, нам абсолютно никоим образом ослаблять работу нельзя по всем направлениям, по всем областям, потому что, вот еще раз говорю, из-за погоды у нас, в принципе, в любой части республики сейчас могут пожары новые возникать. Из-за установившейся жаркой сухой погоды и отсутствия осадков, лесопожарная обстановка в текущем году развивалась как аналогично 2021 году. До 28 мая обстановка складывалась более-менее благоприятно, а с 29 мая количество пожаров обнаруженных начало значительно увеличиваться. Так, если 28 мая ежедневно выявлялось до 5 пожаров, то уже с 29 мая количество пожаров, обнаруженных за сутки, доходило до 16 в день. А площади, пройденные огнем, начали увеличиваться на десятки тысяч га. Земли лесного фонда разделены у нас на 25 лесничеств. На территории этих лесничеств система охраны лесов от пожаров – это 43 лесопожарные станции нашего подведомственного учреждения, государственного бюджетного учреждения Якутлесресурс и 21 авиаотделение государственного бюджетного учреждения, также наше подведомственное учреждение Министерства экологии, авиалесоохрана или Якутская база авиационной охраны лесов от пожаров. Наши силы пожаротушения составляет 1203 человека, это 555 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, авиалесоохраны и 648 лесных пожарных от Якутлесресурса. На территории республики в авиационной охраняемой зоне мы ежедневно, в соответствии с классом пожарной опасности, проводим мониторинг пожарной опасности в лесах, используя авиационные суда, в основном это Ан-2. Наземная зона охраны лесов. Здесь патрулирование идет с помощью наземного транспорта. Выезжая также на патрулирование наши сотрудники и ищут, так скажем, лесные пожары. Также в пожароопасный сезон, когда высокая горимость наблюдается, вот как, например, в этом году и как в 2021 году было, мы привлекаем лесопожарное формирование других регионов, и также, конечно же, федеральное бюджетное учреждение авиалесоохрана, которое в рамках мер экстренного реагирования или в рамках государственного задания приезжает в республику и помогает тушить лесные пожары. Якутия как регион, где лесов больше всех в России, площадь леса это свыше 250 миллионов гектар, это 1/3 лесов России. Раньше вот из этих 250 миллионов гектаров мы тушили пожары в обязательном порядке на территории около 30 миллионов гектаров. Это было совсем недавно, еще в 2021 году. То сейчас за эти годы площадь мы значительно увеличили. Сейчас мы тушим лесные пожары, уже обязательная зона, уже 70 с лишним миллионов гектаров. Конечно же, задача стоит и дальше эту площадь увеличивать, особенности в тех регионах, которые мы предполагаем будут такая пожарная обстановка оставаться напряженной в последующие годы. Это в первую очередь Западная Якутия, ряд арктических районов. Для того, чтобы бороться с лесными пожарами
И мы понимаем, что в связи с изменением климата пожары, они так и будут увеличиваться. Эти пожары, они, как правило, происходят в удаленных, труднодоступных местах. Порой невозможно доставить технику, и вся работа выполняется ручным способом, либо с применением взрывчатых материалов. Для того, чтобы более эффективно с этим бороться, конечно же, необходимо нам увеличивать численность и плюс создавать новые дополнительные авиационные отделения. И уже, я думаю, что в течение 2-3 лет мы будем полностью охранять всю арктическую зону. Также будет увеличение численности. За 2 года мы должны численность увеличить порядка на 340-350 человек. Это тоже большое количество личного состава, с учетом того, что именно нужны будут молодые, здоровые, физически крепкие парни, потому как работа у нас сложная и опасная. Ну вот, если, например, пожар случается на юге, на севере или на центральных районах, у нас по всей республике 22 филиала. Из них мы, где случается, например, лесной пожар в авиазоне или наземной службе, лесных пожарных привозим на центральные районы. Центральные районы едут на Вилюйскую зону, работают и центральные районы, и во всех филиалах собираем людей и отправляем на север. Например, в Алекпунском Улусе в этом году с начала мая месяца очень большие пожары случались до конца сентября. И там в маневрировании наши участвовали больше 100 лесных пожарных по Алекпунскому Улусе со всех филиалов нашего учреждения. Buhayan toh itu huntar bahargar, anna elbahir gawal buta, anna min is baharga jautum, toh cek itu lens kaita hagar, anna kokuno ikkita gawal buta anna jautum. Basta ikut meteor haraja ulili ardu itu bitter. Oto hama gara khana dian, 100 kilometer hama, toh toloh. Lapakhan na nakakawat, traktor na kaswapot. Ano oyurihinan hilster ajat-ajat. Iti hugan na niyan, hilster ang buhat-buhat. Oto silihin ajat patakkanan hilis alaranan ni miwarar, sir alaranan. Bu kola var bir hemik. Bu tabi. Bu mandık var. O maya tabi. Evet, bu burası yani. Западный очень просеканный хаятывает, плуктатывает. Ага. Эти боры рахтан кем денет? Кюра хайкен на бусту. Кюра хайкен на бусту да. Burası kanna. Кюра хайкен деренца. Burası. О. Тамалана. Кып каратык. Чалган бахаям барда. Алло. Үрәхтернән. Бусталатывы да үрәхтернән. Үрәккә тиедле.
Низовой сильный, а так местами верховой. Хилер, күйгіренлер. Оппут күйгіренлер. Кехеннен ары спокойный хаос. Кеха спокойный. Күнүс итивай. Кыстыватты. Күйістен тағысты. Оны опыт өдірівет. 300 тағана, 300 метр. Қанда жүрі? Волга жері да. А бұтыл күрдік. В 2008 году при реорганизации лесного хозяйства в республике лесхозы разделили на лесничество и автономное учреждение «Центрлес». И у меня появилась возможность устроиться в автономное учреждение «Центрлес», устроиться пока в земельный отдел. И, может быть, это из-за малочисленности личного состава. Все выходили тушить лес, все отделы, все сотрудники. В том числе я вышел и впервые увидел пожар, который переходил местами верховой. И меня удивило спокойствие и профессионализм лесников. И попросился перевести меня в лесной отдел. Так и перевели. Ребята выехали в мае и вернулись домой только в начале сентября. Вот где крепкие ребята, настоящие мужики. Ну, это почти 5 месяцев работать в тушении пожаров, это тяжелый труд. Практически каждый год, или особенно последовательность лет, когда количество циклонов в Южной Якутии, в Центральной Якутии, было на минимуме, в эти же годы мы наблюдаем рост пожарной активности. То есть предпосылки для горения созданы. Лучший пример из самого последнего времени — это как раз пожары последних 5 лет. Потому что именно начиная с 2019 года на территории Южной и Центральной Якутии мы наблюдаем исторический минимум осадков за тот период, по которому у нас есть данные. Это период с 50-го года. 3 года подряд сухой лес, осадков нет, циклонов нет. Ну а что, нет циклонов, нет облачности. Поверхность земли и леса в том числе максимально возможно нагревается. Вот. Соответственно, это происходит несколько лет подряд. Потом количество циклонов восстанавливается, но лес еще не восстановился. Циклоны всегда связаны с ветровой деятельностью. И приходит циклон со своим ветром, и ветер, конечно, раздувает этот пожар до больших площадей, большой интенсивности горения. Стeve. Bahar bakaydı kayıtta gitmeye hastaneleri. Bu bir tawar becek tuh mayatrar, jauh bola, produk terbaik dari Cibahagra. Bem keram-keram jakut tamu tuh. Biasanya marah David. Hemilio keteran kutuk tir. Bahasa tentes. Anu beli mas ujur hulu kutuk. Asia, mana oboran ada tuh tadi?
Бочкала оттуда. Не там вот будова стрелять. Пока mana kana baru berat ambil. Hari ini hatu torar, polo torawat. Lapakan hai telu jabat, lapakan hai telu jabat. Периметр var mı bakın ama? Bu kolla kadar tek yerim var da dağıl. Hadi ne kotarılıyor kod bakala. Ah, dia ko na kadra. Baca ko tuttu. Ya burası. Ura tora nereye topladı da? Topladı da. Bir iki kaldı. Sırnak kadar ne? Ola. Bana bu olur. Bu bana bir problem. Diyotum. Reska, bir tugak pompa na kalian. Ano ka? Kaya may kita tayo. Dire kasih. Gerakan dah, buat ya. Oh, normal dari. Oh, sida. Ha? Mana geldi dah? Hava agak kaldı. İller balığanya bolla jebel tol batuhan. Oh, kajak wo. Tawar beti nu mayda hakim bitu je behat but. Atak gerakan balığanya. Cah hasna dari hajak but. Asal dari ada sih. Asal dari ya. Apa? Kajak tu dia. Ono ko sa tambar. Telepon yan ay. Tukang tutup obas. Asyik. Tingin dia. Udah barang bi umar butuh apa itu? Ah, itu. Hari baru sih. Ono tuz bahar den. To'xti. Kentik balaqda. Это Федоров именно. Индигирка тоже на закрытие, да? Тополиная. Уже закрыт или нет? Нет, это проверяется с сегодняшней картошки. Рации есть? Во сколько вылетит примерно? 4 вылетает, да? Причем УЛУ усилил? 4, да. Мы танкетку отправили. Особые противопожарные режимы у нас по районам расширяются. На сегодняшний день в 11 муниципальных районах введен. За отчетные сутки зафиксировано 15 новых лесных пожаров. Площадь этих пожаров на данный момент составляет 3229 гектар. За отчетные сутки ликвидировано 9 лесных пожаров на площади 1782 гектара. Продолжаются работы по тушению 16 пожаров на общей площади 24 337 гектар. В том числе локализовано 3 лесных пожара на площади 36 гектар. Всего для тушения лесных пожаров привлечено 787 человек и 80 единиц техники. Хотел добавить по зондировщикам. Зондировщик возвращался в воздействие по Лёкминскому району. Пока такой явно выраженной ресурсной облачности на территории республики не наблюдается в эти дни. Примерно по данным якутского ГМС к 6 числу уже будет сформировано более серьезные фронтовые явления. А у нас же основная порода в лесах лиственница. 82% от всех деревьев, так скажем, в республике это лиственница.
которое дает ежегодный опад, ну, хвойное растение, да, которое ежегодно осыпает хвою. И подстилка сохнет, лето у нас сухое, жаркое, дождей нет, осадков очень мало. Она не успевает перегнивать, и получается копится большой слой горючего материала, и в который при попадении грозы, молнии, грозового разряда возникает сначала тление, потом ветер, жара, ну и разгорается, и возникает лесной пожар. В природе как лес защитить, скажем, от этого, ну, пока еще не придумали. Ну, просто разгоняют облака, это вот засевают, вы знаете, да, йодистым серебром или еще другими химикатами специально, для того, чтобы они где-то быстро рассосались, скажем, да, то есть вот эти, не образовывались такие критические ситуации. А так, ну что, остается только их регистрировать, мониторить. Скажем, к примеру, ударила молния в дерево, где-то, но это не мгновенно сразу пошел пожар. Статистика показывает, что он необходим, там он тихонечко развивается, где-то, ну, там несколько дней, до недели. После этого уже наблюдается пожар, если таковой случается. И поэтому мы, например, используя нашу систему грузопеленгации, она была вот 2 года тому назад, с 22 года фактически мониторим всю центральную часть Якутии. Карту, конечно, можно масштабировать, то есть увеличивать, смотреть детально более. Мы видим, что черные точки — это вот грозовые разряды, которые были зарегистрированы. Ну, тут, наведя мышку, можно получить дополнительную информацию, то есть координаты какие-то, дата, когда была зарегистрирована. Они в основном, конечно, южнее, это сразу было видно, но тем не менее они также начали проявляться высоко, вот видите, да? Синенькие, черненькие, они уже туда, на высоких широтах тоже наблюдаются. И вообще в этом году мы видели, что пожары у нас, вот видите, все дальше уходят. Ну, есть такая тенденция, что они перемещаются на северные территории. То есть граница пожаров перемещается не только мы наблюдаем, это, в общем-то, и другие специалисты тоже это отмечают. Это последние вот годы отмечается такая вот, видите, да, пожары туда уходят. Якутия не индустриальный регион. Мы ничего такого прямо в больших количествах не производим. Мы не выделяем парниковые газы. Не внося вклада в промышленную эмиссию парниковых газов, Якутия оказывается основным получателем последствий таких выбросов. И это выбросы не только нашей страны, да, это выбросы глобальные. Соответственно, пока что-то не изменится на глобальном уровне, Якутия будет продолжать получать непропорционально большие последствия. Потому что у нас большая арктическая территория, потепление больше всего проявляется в Арктике. А если у нас за последние 30 лет в среднем температура увеличилась в Якутии где-то примерно чуть больше, чем на 1 градус, ну, 1,1 градуса, то северные районы, северо-восточные районы, вся наша арктическое побережье, все наше, арктическая зона, там есть районы, вот, Нижняя Колыма в частности, Алайха, рост температуры за 30 лет, да, на 1,8 градусов до 2 градусов. В 2 раза больше, чем в среднем по региону. Эта территория, она точно не промышленная. И она самая хрупкая. Тундровая экосистема очень хрупкая. Соответственно, вывести это в равновесие очень легко. Сами жители тундры, и часто это коренные малочисленные народы, они не в состоянии на это повлиять. То есть они просто принимают вот эти изменения. И которые в основном абсолютно неблагоприятны. Ағыз километр дақманан фурунсы тұрар, онна маны кірдігіра хауыз арбындендерімді бар. Олыс түргенлік онна әмескетчі кәлбіті. Ол күнлерге дәрімді бітігер экстренная эвакуация болбыда. Бихе маннык вот линияларын просеканы хайы жепыт, көміскі жепыт, уатыл батын күрдік встречный палы пыпыт. Оны тыл бихет түбітіттен өрерді, шөйеті барыда. Потом әмескетчі бихет түбітер өрен қалбыда. Барыда ағаяқ сүгіндегер барыта бұру тоқты көстует болан қалбыда. Ол просеканы алан көбеспіте барытын. Дәребінде бет тоқ барытайын отау қалбыда. Бахарден ауыз құтталақ бұла, манырық түрген барытын, сен ағар бәдін, инетігер. Туғыда қалылар батылық, кыллар қағыларын істесті олық, әтін тардар. Қабыз қараңаға қаллан, барыда кығылынан өңленір. Қата оны жаман
Элбах туубилли урокин курдук капсилдер бәлерин тұстарын манны кыгагыны маң чаманны кайыгы тигиннен. Бардын бәмкені бітін құмынан жонлар кенелерден көрі әджер болдым. Ол күннері ханатақ па, Аллах этим тардар это кутталах па. Восстанавливается северный лес долго. Вот, если уж один раз сгорел, в следующий раз потенциально он сможет хорошо, также нормально сгореть лет через 50. И лес-то в любом случае восстановится. Но чтобы этот процесс как-то ускорить на несколько десятилетий, вот именно занимаемся искусственным лесовосстановлением. Министерство уделяет особое внимание лесовосстановлению на территории Республики Саха-Якутия. В этом году у нас по плану было около 189 тысяч гектар провести лесовосстановительные работы. Ну, нам 180 тысяч гектар – это содействие естественному лесовосстановлению. Также около 7 тысяч гектар – это в рамках 212 федерального закона компенсационное лесовосстановление, в котором также наше подведомственное учреждение Якутлесресурс принимает самое непосредственное участие. Мы в этом году с администрацией Алданского улуса, именно они инвестировали 7 миллионов на подготовку строительства питомника. Мы будем строить и будем выращивать там саженцы, сосны именно из семян нашей республики, которые мы собираем по всем филиалам. Да. До этого брали, да, для своих работ саженцы с других регионов. Ну, Хабаровский край, Красноярский. Там есть семенное районирование, да, вот, и, допустим, для наших условий подходит вот 15-й район, 20-й район. Но тут есть момент, что приживаемость, да, мы именно хотим своими семенами, вот, которые произрастают и собраны на территории республики, потому что все-таки наши условия немного отличаются от других регионов, более южных. У нас, как говорится, более холодная зима, и климат у нас другой. Поэтому вот они будут более подготовлены, и мы надеемся, что приживаемость у них будет более высокой. Планируют построить 3 лесопитомника. Один лесопитомник в Алданском районе, в Ленском. Уже построена теплица в Сунтарском районе. Ну, вот объемы Якутлесресурса, которые в прошлом году проверяли с Рослесзащиты, с федерального учреждения проезжали, очень хорошая проживаемость была. Сегодня мы находимся на территории компенсационного лесовосстановления в Алданском лесничестве. Здесь на площадях свыше 1000 гектар в настоящее время осуществляются искусственные посадки саженцев закрытой корневой системой. Непосредственно мы на участке 106 гектар находимся. Это посадки по обязательствам компании АО «Полюс Алдан». Это наш недропользователь, известный в Якутии и за ее пределами. То есть компания как раз осуществляет свои обязанности. То есть можно сказать, что с 2020 года эта компания на территории республики вырубила 106 гектар, которые сейчас восстанавливают. Сегодня мы видим, что лесничество «Полюс Алдан» и компания, которая осуществляет лесовосстановление, сейчас проводят работы как раз по приемке данных лесных участков. То есть сейчас сравнивают, насколько исполнена та технология, заложенная проектом лесовосстановления, с натурными проведенными работами. Вот этот посадочный материал этого года, этого года, а этот посадочный материал с весны, который здесь стоял, которого погибло у меня 450. Нет, ну видно, что он закаленный такой, ну, да, крепкий. Да, все, вот тут все, это уже, если уже дерево. Средняя приживаемость от 73 до 87. Это приживаемость по первому году. Друзья, мы все, конечно, никогда не забудем 21 год. То лето стало, конечно, для всех нас временем больших испытаний, но в то же время мы извлекли ценные уроки. Нам удалось удержать площадь возгорания на уровне менее 1 400 000 гектаров. Это, конечно же, в разы меньше двухлетней давности итогов, когда огнем у нас практически более 8 миллионов гектаров было пройдено. В первую очередь, безусловно, надо тушить пожары как можно быстрее. Мы про это много раз уже говорили. Особо подчеркну, что по этому показателю, если сравнивать с 2021 годом, у нас оперативность выросла в 2,5 раза. Порой ваша работа сродни подвигу и сопряжена с большим риском.
Но, несмотря на это, вы встаете на защиту лесов нашей бескрайней республики, отводите огненную угрозу от людей, от объектов экономики, от населенных пунктов. Желаю каждому из вас счастья, здоровья, успехов. Я уверен, что с такими профессионалами, как вы, нам, якутянам, всегда будет спокойно и надежно. Еще раз большое всем вам спасибо.